Здравствуйте, это итоги недели с Танзилой Цуровой. И прямо сейчас коротко о самых важных событиях минувших дней. На неделе в Ингушетию приехал руководитель Рособорнадзора Сергей Кварцов. В столичной гимназии номер 1 он вместе с руководителем региона встретился с представителями региональных центров обработки информации Республики Коми и Санкт-Петербурга. На семинаре с участием директоров и преподавателей школ обсуждали подготовку к ЕГЭ 2014. В этом году ингушские выпускники будут сдавать экзамен в особых условиях. Войти в школы можно будет только через металлоискатели. Телефоны и прочие гаджеты заберут уже на входе, а в аудиториях обеспечат полный видеоконтроль. Юнусбек Евкуров обязал региональное министерство образования создать равноправные условия для всех школьников. Глава региона крайне недоволен результатами ЕГЭ 2013. Из-за этого в прошлом году произошли серьезные кадровые изменения в главном общеобразовательном ведомстве Ингушетии. Давайте мы все сделаем в этом году, чтобы показать не только Рособорнадзор, а самим себе показать, что у нас все можно делать грамотно, хорошо. Мы в прошлом году только в большинстве своем из-за ЕГЭ уволили весь руководящий состав Министерства образования. Требования в 2014 году будут единые для всех, для каждого региона. Требования заключаются в том, чтобы единый государственный экзамен проходил максимально объективно, честно и независимо, чтобы честный ученик мог честно сдать ЕГЭ. И все случаи, все факты, связанные с различными моментами помощи сдачи ЕГЭ, будут пресекаться. Еще один заметный визит. Личный прием граждан провел в Ингушетии заместитель полномочного представителя президента России в СКФО Михаил Ведерников. После встречи с жителями Ведерников вместе с главой Ингушетии участвовал в открытии учебного центра и в неформальной обстановке встретился со студентами Политехнического колледжа в Назране. Светлана Томова подробнее. Начался визит с личного приема граждан в приемной президента России, расположенной в Магасе. Мария Хамхоева обратилась к Михаилу Ведерникову с просьбой помочь получить квоту на иногороднее лечение. Ей требуется операция. Министр здравоохранения Мария Арабханова заверила заместителя полпреда, что проблема будет решена до 1 марта. А житель Сурхахов Мухарбек Албагачиев поведал о проблеме на улице Нагорная. Дети ходят в школу по обочине проезжей части из-за отсутствия тротуара. Михаил Ведерников отметил, что речь идет в первую очередь о безопасности детей. До конца первого полугодия тротуар должен быть проложен. Тамерлан Асканов, житель Назрани, поднял вопрос о реконструкции ливневой канализации по улице Победы. Дело в том, что эта улица является самой низкой точкой в городе, и в случае дождя или таяния снега вода заливает дома. Вообще-то на такой случай предусмотрена ливневка, но с отводом воды она не справляется и скорее выполняет роль канализации, куда сливаются нечистоты из домов. Мы бы хотели в этом году, чтобы вы нам помогли с финансированием проложения этого подземного канала. Дело в том, что в городе вообще нет никакого подземного канала. Реконструкция канализации была запланирована на этот год, и до 1 августа проблему обещают устранить. По всем вопросам до середины года будут приняты решения. И вопрос, который касался у инвалида первой группы по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи, и вопрос ремонта ливневой канализации, и также по вопросу ремонта дорожного покрытия. Когда у нас бывают дожди, бывают, и улицу постоянно жители, живущие по этой улице, постоянно затапливают. Как так? Там отсутствует ливневая канализация. Вот к нам обратились граждане, проживающие по этой улице, по этой проблематике. И мы думаем так, что в первом квартале этот вопрос мы решим в положительную сторону. Там вопрос по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи. Здесь были некоторые проблемы с предоставлением квоты, потому что ситуация сама по себе очень сложная. Мы обращались в несколько региональных центров, которые не принимали у нас на лечение данную пациентку. Но на данный момент этот вопрос у нас решен. Мы обратились в Санкт-Петербург, институт имени Вредена, ортопедии и травматологии. И эта женщина у нас будет госпитализирована. Итоги приема граждан подвели на встрече Михаила Ведерникова с Юнусбеком Евкуровым. Все вопросы были проработаны, подготовлены. И самое главное, я увидел и желание, и возможности эти вопросы с людьми решать. Это самое главное, самое важное.
Ну, а, конечно, чем больше будет делаться, тем больше будет к нам просьб, вопросов, поручений от людей. Мы к этому должны быть готовы. Собственно, для этого мы здесь и работаем. Следующим пунктом визита стал мемориал памяти и славы в Насыркорте. После возложения цветов и экскурсии по музею заместитель полпреда сделал запись в книге почетных гостей. Затем Политехнический колледж в Назрани. Там открыли учебный центр по подготовке специалистов строительных профессий. Гости познакомились с учебно-производственной базой, обошли все кабинеты и цехи, заглянули в учебный центр Роснефти, а затем пообщались со студентами. Так, одна из студенток коснулась темы увольнения директора гимназии в Назрани в связи с пенсионным возрастом. Вы имеете пенсию уже, все. Освободи место, дай другим поработать. Сколько лет Галаева Марина была руководителем гимназии? Вспомните? 15 лет. Ну, я думаю, что с ее опытом работы она могла бы спокойно открыть хороший частный садик, а мы бы ей помогли. Частную школу, мы бы ей помогли. Кстати, чтобы вы понимали, ей сперва предложили тоже, с учетом ее опыта, даже я пошел на это, думаю, что все-таки опыт большой, на замминистра образования Республики Ингушетия. Если она сказала, нет, я никуда не буду, останусь здесь. После встречи со студентами Михаил Ведерников и Нузбек Евкуров ответили на вопросы журналистов. Подводя итоги визита, Михаил Ведерников отметил, что опыт Ингушетии по развитию региона могли бы перенять и другие субъекты. Светлана Томова, Хава Султыкова, Магомед Урусханов. Итоги недели. На неделе прошло открытие сразу 2 административных зданий отдела внутренних дел. Городская полиция Назрани отпраздновала новоселье. Вместе с тем во дворе ГУВД состоялось и открытие мемориала памяти погибшим при исполнении служебного долга. Второе здание, но уже районного отдела внутренних дел для блюстителей порядка открыто в Икажево. На торжественную церемонию открытия приехал глава региона Юнусбек Евкуров и начальник управления МВД России по СКФО Сергей Ченчик. Репортаж наших корреспондентов. Строительство нового городского отдела внутренних дел начали в 2012 году. 170 кабинетов, более 80 из них для личного состава. Спортзал, актовый зал, тир. Новое административное здание построили вместо райотдела, разрушенного 5 лет назад. Тогда смертник на начиненной взрывчаткой «Газели» въехал в двор здания, где располагалась ГУВД Назрани и РОВД Назрановского района. Все произошло во время утреннего построения. Погибли 25 человек. Им посвящен мемориал памяти, который открыли во дворе ГУВД. Многие из тех сотрудников, чьи имена высечены на мемориальной плите, за мужество, отвагу и героизм удостоены государственных наград. В органах правопорядка никогда не было и не будет мирной обстановки, независимо от какой-то формы преступности. Преступность всегда была, есть и будет. И надо это понимать, что при любой ситуации, возможно, любой угрозой, и сотрудник органов правопорядка должен быть всегда начеку. Сейчас в душе и чувство радости за то, что мы принимаем новое здание, и чувство горечи и утраты, связанное с открытием нашего мемориала памяти. Ну, наверное, самая главная цель сегодня – это чтобы вот этот список на мемориале, он больше никогда не пополнялся. В дар от МВД России ГУВД по Ингушетии были переданы ключи от бронированных машин. После открытия Юнусбек Евкуров, Сергей Ченчик и Александр Трофимов осмотрели здание. В целом глава республики остался доволен качеством и масштабом проведенных работ. Далее глава и его спутники направились в Икажево, где состоялось открытие районного отдела внутренних дел. Здание отвечает всем современным требованиям комфорта и защиты. Руководство МВД России сделало все, чтобы вот такие здания РОВД и ГУВД появились у нас. И сегодня, конечно, вот эта необходимость, крайняя необходимость для сотрудников при выполнении своих служебных боевых задач иметь комфортные условия для подготовки и для выполнения этих задач. Начальник Главного управления МВД России по СКФО рассказал о защищенности объекта. В инженерном отношении эти здания они обеспечены всем комплексом инженерно-технических сооружений, которые бы в антитеррористическом плане обеспечивали защищенность личного состава. Также запланировано строительство зданий МВД в Джайравском и Сунжинском районах. Мария Мистоева, Фатима Кариева, Илес Дасхоев, Ахмед Беков. Итоги недели. Татьянин день отмечают сегодня студенты России. Праздник появился после того, как в 1755 году императрицей Елизаветой Петровной был подписан указ об открытии Московского университета. Татьянин день стал праздноваться сначала как день рождения университета, а позднее как праздник для всех студентов России.
По всей стране студенты отмечают его с размахом. Шумно и весело отметили его и в Ингушетии. Поздравить студентов и преподавателей ИНГУ приехал глава Ингушетии Юнусбек Евкуров. Он посмотрел, как в Магасе идет строительство дома для профессорского состава Ингушского госуниверситета. Это будет 12-этажное здание почти на 90 квартир. Затем Юнусбек Евкуров заглянул на филологический факультет, пообщался со студентами и даже принял участие в приеме экзамена. А вот на юридическом факультете в Гамурзиево праздновали иначе. Для учащихся выступил вокально-инструментальный оркестр. Сами студенты тоже принимали участие в мероприятии. Они исполнили песни популярных певцов на ингушском, русском и английском языках. Возможно, это событие поднимет настроение студентам, ведь время сейчас горячее – зимняя сессия. Поздравляю всех студентов с этим днем. Желаю им успехов, удачи, счастья в личной жизни, счастья и успехов и удачи в сессии. Я сам недавно окончил университет, и раньше ежегодно тоже проводилось это мероприятие в честь сегодняшнего дня, в честь День студента. А вот с введением такого актового зала это мероприятие стало еще красивее, еще лучше. Как учатся наши студенты, каков уровень подготовки в главном вузе республики и как продвигается модернизация высшего образования в России? Об этом и многом другом нам рассказал почетный преподаватель Ингушского госуниверситета, выпускник МГУ и исполняющий обязанности руководителя администрации главы Ингушетии Ахмед Мальсагов. Ахмед Исаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас в последнее время говорят об упадке уровня образования в России. В качестве аргумента, как правило, приводят рейтинги мировых вузов, где российские вузы занимают далеко не лидирующие позиции или вовсе отсутствуют. Вы оканчивали университет еще в советское время. На ваш взгляд, с тех пор уровень образования действительно снизился? Я сказал бы насчет рейтинга вот с самого начала. Знаете, рейтинги и всякие опросы – это такая хитрая штука, хитрая вещь, которая, смотря под каким углом ты проводишь либо опрос, либо там анализ, либо вот рейтинги, очень зависит от того, под каким углом и зачем это делается. Очень часто эти рейтинги бывают предвзятыми в советские годы и сейчас, если вот сравнивать. Однозначно сказать, что вот тогда уровень был выше, чем сейчас все плохо или сейчас лучше, чем тогда, мне тоже кажется нельзя. Вот почему? Во-первых, идет, знаете, преобразования идут и в высшей школе, в высшем образовании, структурные изменения и в образовании, вот модернизация, там, вот это все еще в процессе таком, мы живем вот именно в эпоху перемен, когда был такой период, трудный период в развитии, экономическом развитии, вот в 90-е годы, очень многие вузы остались без нормального финансирования. И в этот период вышли законы федеральные, которые позволяли открывать новые учебные заведения, в том числе и высшее учебное заведение. И очень многие преподаватели ушли, хорошие преподаватели, вот они, профессора, доктора, они ушли вот там, где предлагали лучшие условия. На мой взгляд, намного сильнее были развиты вот естественные науки, вот специалисты, которые обучались по естественным наукам. Очень хорошо было поставлено образование вот по техническим дисциплинам и так далее. Но сейчас, мне кажется, ситуация в России такая, что очень большой приоритет отдается образованию, и модернизация образования, она, к сожалению, дает результаты не сразу. А говоря о модернизации, введение в России Болонской системы, на ваш взгляд, это было целесообразно? И в каждом деле есть свои плюсы и минусы. Какие же здесь плюсы и минусы? Для чего это было сделано? Чтобы обеспечить свободный перелив преподавательского состава, студентов, чтобы они могли бы стандартизировать свои образовательные программы и облегчить жизнь, скажем так, студентам, которые хотят учиться в той или иной стране. И чтобы дипломы были единого образца, это, конечно, большой плюс. Я считаю, это большой плюс. Но на данном этапе, знаете, вот очень много недопонимания
со стороны даже чиновников, даже, мне так кажется, которые напрямую должны отвечать вот за процесс образования или там на местах, может быть, и не до конца понимают, что из себя представляет эта система, и разные подходы, и вот как и всякая вот ломка старых, вот подходы новые, вот стандартизация, новые стандарты, новая система оценки знаний и так далее. Все это, конечно, имеет свои вот сложности. Вот это является, ну, таким, скажем так, минусом. Я думаю, что с течением времени это будет способствовать значительному улучшению ситуации с образованием в Российской Федерации. Последние 20 лет переживают прям бум экономического развития. Это целесообразно, осознанно, обосновано ли это, и ваш взгляд как экономиста? Экономистами, вот, я скажу немножко, быть, может, необходимо, но недостаточно быть экономистом. Экономистам надо быть и дома, экономистам надо быть и на работе, экономистами должны быть все. Вы знаете, вот полнейшая такая дезориентация части молодежи в плане того, что они хотят в жизни потом иметь. Вот я задавал вопрос своим студентам и спрашивал у них, вот кто из сидящих вот в аудитории, вот из этих студентов, вот, куда они хотят после окончания университета, где они себя видят, где они хотят работать. И вы знаете, практически все студенты нашего университета, они практически, ну, подавляющее большинство, они говорят, либо некоторые отмолчались, а большинство, те, кто сказал, они говорят именно на государственную работу, государственная служба. Мне кажется, что это неправильно. Никто не сказал, что я хочу заняться своим делом, предпринимательской деятельностью, бизнесом там, и так далее, и так далее. Вы как преподаватель почетного университета ИНГУ, а не как чиновник, что можете сказать, что не хватает нашего университету? Если говорить о материальной стороне, материальная база, достаточно вот за последние буквально несколько лет, вы, наверное, сами видите, вот вы и в Магасе, и в других местах, вот в Назране, построены очень хорошие учебные корпусы, строится жилье для преподавателей. А когда мы образовалась республика, когда мы образовали Ингушский государственный университет, большие проблемы были с преподавательским составом, с профессорско-преподавательским составом. Да и сейчас вот Ингушский университет находится в стадии собирания вот этих кадров преподавательских. Мне кажется, наши жители, вот, родители тоже неправильно делают акцент. Вместо того, чтобы попытаться ребенку дать возможность получить нормальные знания, вот следить за тем, как он делает уроки, как он вот, вкладывать даже финансовые средства в развитие детей, в образование детей на, вот, буквально с первых лет обучения в школах, они потом начинают искать всякие пути, вот как бы они получили бы наивысший балл на ЕГЭ и так далее, и так далее. Это все равно, что, знаете, вот построить дом без фундамента. Ну, что это за дом и что это за знание? От того, что человек там поступит в лучший вуз там, всеми способами, ну, и будет обладателем какого-то престижного диплома, это ему не всегда, далеко не всегда помогает в жизни, и ему бывает очень трудно. Я просто призываю родителей, чтобы они не обманывались, и они не обманывали своих детей, и сразу же нацеливали себя на то, что детям с самых вот первых дней и с первого класса и в дальнейшем нужно, чтобы они добросовестно учили. А на сегодняшний день наши студенты вот с этим багажом знаний, какой у них есть, они хотят учиться? Девочки намного добросовестнее относятся, они больше хотят получить знаний, чем мужчины в среднем. Ну, парни, я имею в виду, они потом же и по жизни, у них больше бывает и обязанностей, и дома там, и получается так, они более подготовлены будут и при выполнении работы, и вот такое вот это тоже мое наблюдение такое было. Никакой разницы между студентами вот, наших республик я не увидел. Студенты – это такая же у них жизнь, как говорится, от сессии до сессии живут студенты весело, а сессии всего
2 раза в год, как говорится. Вот, ну, есть, конечно, те, кто постоянно там системно учатся и делают это добросовестно, они, конечно, выигрывают. Спасибо, Ахмед Исаевич. Будем надеяться, что наши студенты нас услышат. Удачи вам. В скором времени памятник жертвам депортации ингушского народа появится на железнодорожном вокзале в Назране. 23 февраля этого года исполнится 70 лет со дня депортации. Место для памятника на неделе осмотрел Юнусбек Евкуров. Здесь установят 2 стелы и импровизированный вагон, как на рельсах, как образ испытания. 23 февраля 1944-го в товарных составах более 90 тысяч человек из Ингушетии были высланы в Центральную Азию. Народ по ложному обвинению в измене родине был депортирован из родного края. За 13 лет ссылки от голода, холода и болезни погибла почти половина высланных. Поставят памятник уже в следующем месяце. Руководитель региона распорядился очистить участок от старых построек и металлических конструкций. Весной здесь планируют высадить хвойные и декоративные деревья. Участникам депортации посвящен и проект «Я очевидец», который запущен сотрудниками Музея жертв политических репрессий. В нем участвуют те, в чьих душах до сих пор не затихает эхо депортации. Люди, которые на себе испытали тяготы 13 лет ссылки. С каждым годом свидетелей тех дней все меньше. И этот проект станет живым архивом. С одним из очевидцев событий сурового 44-го встретился Руслан Албагачиев. Магомед Албагачиев родился в Икажево. Ранним утром 23 февраля 1944 года он проснулся от незнакомых голосов в доме. А когда вышел из комнаты, то увидел, что на пороге стоят 2 неизвестных ему людей в военной форме, с автоматами и какими-то бумагами в руках. Тогда ему было всего 8 лет, но до сих пор он не может забыть их слова. «Вы изменники Родины, мы должны вас депортировать». Всю семью Магомеда вместе с односельчанами собрали в центре села, где им зачитали приказ о депортации. عدل الوادر جوبيا قادي بيلخش باقا برر قال نخبر بيلخش حدي ولا الله تستضى بيك رجير صد هذا وقت ده هذا خير ده أدخل ستانسي نظرانية داديجر داديجر أشتخديها سمعتش كيه وقمن شداش خوش درتها. Депортация – слово, знакомое каждому ингушу, чуть ли не с рождения. «Я очевидец» – так называется национальный проект, который проводят работники музея жертв репрессий. Цель проекта – сохранить воспоминания очевидцев тех страшных событий февраля 1944 года. Работу мы начинаем с того, что едем на дом к очевидцам репрессий 1944 года, и там же записываем на диктофон, делаем аудиозапись, снимаем на видеокамеру, потом уже идет обработка собранного материала. Проект «Я очевидец» – это один из основных проектов, который ведет наш мемориальный комплекс жертвам репрессий. Официально этот проект стартовал в 2012 году, хотя работа по сбору воспоминаний очевидцев депортации велась всегда с момента создания музея в 1997 году. С каждым годом все меньше остается очевидцев событий 70-летней давности, тех, кто испытал все тяготы лишений в ссылке. Но в сердцах каждого ингуша остается память о черной дате в истории всего народа. Руслан Албагачиев, Ильяс Досхоев. Итоги недели. Борьба со злостными неплательщиками за коммунальные услуги продолжается. Очередной рейд на неделе прошел в Магасе. Здесь для сбора долгов к работникам газовых служб подключилась полиция и администрация города. Как борются с теми, на кого уведомление о задолженности не действует, расскажет Зарема Евлоева. Представители газовых служб, полиция и сотрудники администрации города сообща пытаются приучить население к платежной дисциплине. Наши работники после работы, после рабочего дня выезжали по всем домам в городе Магас, развешивали в подъездах объявления, то есть доводили до жителей о необходимости проведения сверки по своей задолженности и, естественно, ее оплаты. Вот первый адрес, по которому выехала группа. Дом, скажем прямо, не похож на жилище того, кто не в состоянии оплатить счета за коммунальные услуги. Человек, встретивший нас во дворе, сообщил, что хозяина дома нет. Сотрудники газовой службы жалуются, что приезжают сюда не в первый раз, но никак не могут достучаться до владельца дома Гапархоева. Хозяева следующего двора, который посетила группа, по словам представителей газовой службы, самовольно подключилась к газопроводу. В списках потребителей их нет, но котел работает на полную мощность. Котел вовсю шурует, стоит. Далее едем в многоквартирный дом по улице Мальсагова, 26.
В этом подъезде 4 квартиры неплательщиков, но и тут закрытые двери. Приходится проявлять настойчивость. Газовики утверждали, что семья Ужаховых задолжала 52 тысячи рублей за газ. Однако хозяйка дома, по словам Мусы Бикбузарова, показала квитанции о ежемесячной оплате. Съемочную группу, правда, в квартиру не пустили. Практически жители города не проводят сверку с энергоснабжающими организациями. То есть, допустим, на одного человека записана сумма задолженности 50 тысяч, а вот как сейчас в данном случае мы проверили, человек полностью, в принципе, не имеет задолженности. Ежемесячно оплачивает, прям все сложено по годам, по месяцам, а у него числится задолженность 52 тысячи. Это не первый случай, когда добросовестный потребитель света и газа попадает в списки должников. Причиной тому может стать и то, что информация о платежах не сразу попадает в базу данных по неплательщикам. Поэтому в интересах граждан периодически сверять лицевые счета в абонентских участках. Зарема Ивлоева, Ильяс Дасхоев. Итоги недели. В то время как одни погашают задолженность за использованные ресурсы, у других счета за коммуналку растут как на дрожжах. Порой, чтобы разобраться, какие долги настоящие, а какие вымышленные, приходится обращаться в суд. Но не стоит сразу доходить до крайних мер. Проще и правильнее всего приходить в абонентскую службу. О том, какие сложности иногда возникают у потребителей, Амир Тичуев. Вопрос оплаты газа среди жителей республики в последнее время один из самых актуальных. Каждый день в отделениях по обслуживанию абонентов настоящий аншлаг. Кто-то оплачивает счета, другие хотят разобраться, почему им выставили такую большую сумму. Микаил Гамботов – один из тех, на чей почтовый адрес пришло уведомление о задолженности. Увидев цифры, Микаил удивился, ведь, как он утверждает, его дом не подключен к газовой сети, и свое жилище он отапливает посредством газовых баллонов, которые закупает еженедельно. Пришло письмо о том, что я должен ООО «Сунжагаз» 81 900 рублей. Но при этом они говорят, что уведомили в августе месяце. Никакого уведомления не было. Убедившись в отсутствии газификации дома Микаила, мы отправились в отделение районной газовой службы «Сунжагаз», чтобы узнать, как так получилось, что счет выставили практически вслепую. Но здесь нас ждал очередной сюрприз. Начальник районного отделения Назир Хабриев сначала долго отказывался комментировать эту ситуацию, но потом все-таки согласился и предоставил нам весь перечень документов Микаила Гамботова, среди которых был акт о незаконном подключении, договор о предоставлении услуг, в котором стоит подпись Микаила, его паспортные данные и лицевой счет. На основании вот этих документов мы их подали в суд. На основании вот этих документов. И суд вынес судебный приказ. Но если они заявляют, что они не пользовались газом, то они должны были прийти и сказать, что вы не пользуетесь, отключите нас. Либо так, либо должно быть, что мы их отключили от сети из-за того, что они не платят. И мы отключили и начисляем. Или так может быть? Вот их вариант я не пойму. В договоре подделали мою подпись, составили сами договор и выставили вот этот счет. Микаил говорит, что готовит заявление в прокуратуру для проведения экспертизы, а в Сунжагаз убеждены, что Гамботов до сих пор пользуется незаконно подключенным газом. Амир Цичоев, Ильяс Дасхоев. Итоги недели. К другим темам. Полиция Назрани ищет водителя, который сбил пешехода насмерть и умчался с места происшествия. На территории кладбища Насыр-Корта, вблизи федеральной трассы «Кавказ», найден труп 44-летнего мужчины. По предварительной версии правоохранительных органов, после наезда водитель не довез пострадавшего до больницы и решил оставить его на улице. Подробнее Магомед Асканов. Это был обычный семейный вечер. Дети учили уроки, мама готовила ужин. Пятилетняя Лимара почему-то взяла фотоаппарат и стала разглядывать семейные фотографии, но никак не могла найти на них папу. Айна, обеспокоенная тем, что уже поздно, а мужа до сих пор нет дома, стала ему звонить, но он не отвечал. Хозяйка дома сразу заподозрила неладное. Заловка пришла, говорит, Батыр пришел домой. Я говорю, нет, он не ночевал дома, он даже трубку не брал. На утро лежащего на обочине дороги Батыра Арсельгова обнаружил 16-летний юноша, который шел на учебу. Он рассказал об увиденном своим родственникам. Они позвонили в скорую. Из оперативной сводки следует, что 18 января утром в дежурную часть ОМВД России по Назрани поступил телефонный звонок. Звонивший сообщил, что на федеральной автодороге «Кавказ» обнаружено тело неизвестного мужчины. Следственная оперативная группа установила, что с 9 вечера 17 января и до 7 утра 18 на проезжей части автомагистрали в Насыр-Корте неизвестный, двигавшийся в
сторону Назрани на автомобиле, марка которого не установлена, совершил наезд на пешехода. Оказавшийся под колесами мужчина получил смертельные травмы. Были опрошены лица, проживающие вблизи места совершения данного происшествия. Были опрошены близкие родственники погибшего Арсельгова Батыра Госповича. А также в ходе проверки просматривались видеозапись камер наружного наблюдения, установлен в системе «Поток». По одной из версий правоохранительных органов, вот на этом участке федеральной автодороги «Кавказ» и произошел наезд на жителя Назрани Батыра Арсельгова. Затем водитель перенес пострадавшего в машину и предположительно повез его в больницу. Однако по пути Арсельгов скончался. Тогда водитель завернул на эту улицу, примыкающую к трассе «Кавказ», и вот на этом месте оставил тело Батыра Арсельгова. Всего в 300 метрах от станции скорой помощи. Погибшего обнаружили только утром. Родственники погибшего пытаются восстановить картину трагедии, которая настигла их семью. По их словам, Батыр ни с кем не имел никаких разногласий. Родные и близкие вспоминают его как человека, который всегда трудился и был занят по дому. Никаких ссор у него не было, никаких помех с его стороны не было. У него старшие братья есть, которые ему не разрешили бы этого сделать. Мать у него есть, сестры старшие есть. Он этого и не делал. С женой он жил нормально, спокойно, не пил, не буянил, не приходил в таком состоянии. Родственники считают, что если бы водитель, который сбил Батыра, довез его до больницы, то его можно было спасти. Мы ждали обращения к нам. К нам никто по данному поводу, виновник этого происшествия, не обращался. Мы бы хотели, чтобы он, его близкие, родственники обратились к нам, что о случившемся. Чем дальше это будет затягиваться, он вызовет к себе негативное, оно уже и есть состояние. Большая просьба ко всем гражданам республики, знающим что-либо о данном происшествии, сообщить по телефону, на телевидении, в органы внутренних дел, органы правопорядка. Мы поинтересовались в службе медицины катастроф, сколько времени ушло бы на то, чтобы доехать до предполагаемого места дорожно-транспортного происшествия. 2-3 минуты. Максимум, да, это если там с учетом всех возможных там этих задержек и всего этого. Ведь мобильные бригады медиков дежурят на федеральной автодороге «Кавказ» круглосуточно. При необходимости проводят эвакуацию в лечебное учреждение близлежащее. Если это ближе к Сунжинской больнице, пострадавшие доставляются туда. Если это ближе к республиканской больнице, пострадавшие доставляются, соответственно, в республиканскую клиническую больницу. По словам Алихана Дзурабова, если водители становятся свидетелями дорожно-транспортных происшествий, они обращаются к дежурившим медицинским патрулям и сообщают об авариях. Однако в ту ночь, когда неизвестный сбил Батыра Арсельгова, медиков никто не просил о помощи. Случая, чтобы оставляли беспомощного человека в Ингушетии, не припомнят. И родственники погибшего Батыра надеются, что справедливость восторжествует. И несчастье, которое случилось в их семье, ни с кем больше не повторится. Магомед Асканов, Рахман Цуров, Магомед Дидигов. Итоги недели. Символ Олимпийских игр в Сочи продолжает путешествовать по городам и субъектам России. В субботу его пронесли по столице Калмыкии Элисте. Сейчас эстафета прошла большую часть своего маршрута. Меньше недели осталось до прибытия Олимпийского огня в Ингушетию. Республика практически готова к этому событию. Первый факелоносец – олимпийский чемпион Рахим Чехкиев. Участники, передавая друг другу, пронесут факел по Магасу. Завершится церемония праздничным концертом. Для координации работы волонтеров и участников эстафеты создан оперативный штаб при правительстве республики. Эстафета началась 7 октября 2013 года и завершится в день открытия Олимпиады 7 февраля 2014 в Сочи. В Ингушетии количество факелоносцев несколько раз менялось. Сейчас точно известно, что ламбаду с огнем пронесут 20 человек. Это люди разных возрастов и профессий, спортсмены и видные общественные деятели. А тех, кто может прикоснуться не только к факелу, но и истории Олимпийских игр, расскажет Амир Тичуев. Исам Архиев – легенда ингушского футбола. Он начал карьеру в 20 лет, играя в грозненской команде «Урарту». Затем перешел на ранг выше, в грозненский «Эрзу». В Назрановском Ангуште он играл 12 лет. За это время он успел стать одним из лучших бомбардиров истории второго дивизиона.
В 2006 году Иса стал главным тренером «Ангушта». В футбольном клубе произошли изменения. Спустя 3 года Иса перешел на должность спортивного директора. В копилке футболиста есть достижения, о которых знают немногие. Иса является рекордсменом всех лиг российского футбола. В официальных матчах он забил в ворота соперников 208 мячей. Лишь в ушедшем году этот рубеж смог достичь футболист питерского «Зенита» Александр Киржаков. Иса Мархиев уже прославился в футболе. Теперь ему предстоит получить свою минуту славы в Олимпиаде. За выдающиеся заслуги в спорте ему доверили почетную миссию – нести олимпийский факел. Этот факел пройдет через Ингушетию. Это вдвойне приятно для нашей республики. Приятно то, что выбрали меня факелоносцем. Для родных, для близких это тоже большое событие такое. Я думаю, в этом деле, когда я буду проносить факел, они меня поддержат все. В конце января факел 22-х зимних игр впервые прибудет в Ингушетию. К грандиозному событию готовится вся республика. Факелоносцы, сменяя друг друга, пронесут олимпийский огонь. Это представители общественности, рабочие, спортсмены, люди, прославившие свой народ. Оказаться в их числе для ветеранов футбола – большая честь. С большим удовольствием и с радостью пронесу этот факел. Какой-то след, значит, я оставил в Ингушетии. Мне это очень приятно. Несмотря на то, что футбольную форму сменил на костюм и директорский кабинет, Иса по-прежнему в отличной физической форме. Теперь ему предстоит разделить эстафету с самыми достойными и уважаемыми людьми в республике и пробежать свою заветную милю, держа в руках олимпийский факел. А в Ставрополе эстафету счастья уже подхватил еще один наш земляк Руслан Ганижев. 2 года назад в интернете увидел баннер Олимпиады «Вливайся в эстафету счастья». Под таким позитивным лозунгом проходил конкурс на сайте одного из партнеров игр Сочи-2014. Я сделал регистрацию. И никак подумать даже не мог, что я вот так выиграю. Но были, конечно, и вопросы характера, связанные с олимпийскими видами, олимпийскими играми. 20 вопросов было. На эти вопросы я ответил, все правильно. Я не поверил, когда мне позвонили, сказали, что я выиграл эстафету Олимпийского огня. Думал, что меня мои друзья разыгрывают. Эта поездка в Ставрополь даст Ганижеву возможность принять участие в розыгрыше билетов на Олимпийские игры в Сочи. Он уже считает себя счастливчиком, но вероятность того, что через пару недель окажется в Сочи, не исключает. Эстафета Олимпийского огня – одно из самых важных событий, связанных с играми. Это эмоции, которые по накалу не уступают самим олимпийским соревнованиям. У эстафеты Сочи-2014 ответственная миссия – объединить всю страну, тем самым заново открыв многообразие и красоту России. В первую очередь для самих россиян. Амир Цычоев, Зарема Евлоева, Ильяс Курскиев, Муса Хамхоев, Рамзан Миржоев. Итоги недели. Они огонь не пронесут, но зато споют на самой Олимпиаде. Ингушские вокалисты выступят на церемонии закрытия зимних игр в Сочи. Ученики детской школы искусств Назрания вошли в состав сводного детского хора под руководством Валерия Гергиева, худрука Мариинского театра. Юные хористы успешно прошли конкурсный отбор. На днях ребята вернулись из Санкт-Петербурга, где в знаменитом Мариинском театре проходили репетиции, а затем и выступления хора перед взыскательной петербургской публикой. Репортаж Хеди Адельбиевой. Юные певцы из Ингушетии будут не просто любоваться закрытием игр в Сочи, но и участвовать в шоу. Отбирали лучшие голоса – детей с великолепным слухом, красивым тембром и умением осваивать мелодию с листа. Претендентов было у нас много, конечно. Желающих много. Даже в последние дни дети хотели поехать, но мы отобрали самых лучших из того, что есть. Ну, скажем так, из человек 40. И старшая группа хора. В основном дети были у нас. 13-летняя солистка хора Дали Бекова учится в детской школе искусств с 6 лет. Помимо вокала, она прекрасно владеет фортепиано. Далее, в числе участников сводного хора, который выступит на закрытии Олимпиады в Сочи, исполнители отбирали по всей стране. По 10 человек от каждого региона от 12 до 14 лет. В начале января в течение 9 дней дети из Ингушетии вместе с другими участниками хора репетировали финальную песню в Мариинском театре в Санкт-Петербурге. За дирижерский пульт встал сам худрук Мариинки Валерий Гергиев. Первые дни у нас репетиции шли отдельно, весь Северный Кавказский округ репетировал отдельно, потом весь тысячный хор репетировал вместе. Нашим дирижером был Гергиев. Он очень хорошо дирижировал, он настолько хорошо дирижировал, что нам было очень легко петь
Было сложно петь в несколько голосов, потому что приходилось очень внимательно себя слушать. Я подружилась с детьми из Чечни, из Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, ну вообще с Северного Кавказа. Финал Олимпиады обещает стать громким стартом для нового детского хора России. В дальнейшем этот коллектив будет представлять страну на различных международных фестивалях. Какую именно композицию будет исполнять детский хор России, должно остаться в секрете до самой церемонии. Чтобы узнать этот секрет, нам придется дождаться окончания Олимпиады. Хадия Дельбиева, Муса Хамхоев. Итоги недели. Многие до сих пор относятся к женщине за рулем с опаской, считая, что не женское это дело и дама никогда не станет первоклассным водителем. А между тем, самым первым в мире автомобилем с бензиновым двигателем управляла именно представительница прекрасной половины человечества. Именно благодаря ей автомобили получили свою известность и дальнейшее развитие, как не просто техническая новинка, но и как удобное и быстрое средство передвижения. О женской половине автолюбителей Ингушетии в сюжете Заремы Евлоевой. История о первой женщине-водителе уходит в далекий 1888 год. По некоторым данным, первой женщиной-водителем стала немка Берта Бенц, супруга создателя первого автомобиля с бензиновым двигателем Карла Бенца. Автомобиль не пользовался популярностью, и Берта, желая популяризировать изобретение мужа, решила сесть за руль. Затея принесла свои плоды. У Карла Бенца появились первые покупатели. А недостатки, которые были обнаружены его супругой в автомобиле, были устранены. Одной из первых женщин, севших за руль в СССР, была Лиля Брик, гражданская жена Маяковского. А в Ингушетии одной из первых стала Рашат Марзаганова-Мусаева. Водительский стаж 28 лет. Еще с детства мечтала водить, но 8 строгих братьев были категорически против. Выйдя замуж, нашла в лице мужа поддержку в этом деле и пошла учиться на водителя. Этот у меня третья машина с тех пор, как я езжу. Главное, чтобы был уверен в себе водитель, чтобы не боялся за рулем. Водитель с многолетним стажем рушит стереотипы, ездит по правилам и всегда внимательно на дорогах. Общество еще не совсем привыкло к тому, что девушки сами водят машину. Такой водитель не остается без внимания. Девушки сетуют на то, что мужчины не понимают. В современном мире женщине машина нужна ничуть не меньше, чем мужчине. Ведь именно на хрупкие плечи женщин ложатся многие обязанности. Хозяйкам, которые в выходные закупаются продуктами или каждое утро возят детей в садик и в школу, собственный автомобиль сильно облегчает жизнь. Очень часто на дорогах реакция парней меня немного возмущает, потому что бывают такие случаи, когда они подрезают, сигналят, пытаются ехать за тобой. И это может просто привести к каким-то ДТП на дороге. Сотрудники ДПС водителей на мужчин и женщин не делят. Главное, чтобы не нарушали. Женщины нарушают так же, как и мужчины. Ну, просто с ними легче работать. Они не спорят с нами. И обращение вежливое. Тем временем общество разделилось на «за» и «против». Представительниц, оказывается, не совсем слабого пола на личном транспорте. Они бывают очень осторожны и ездят аккуратно. Я за, чтобы они ездили. Я против. Судя по тому, что по статистике женщины в ДТП попадают намного реже в нашей республике, я отношусь положительно. Причин, по которым женщины стараются стать самостоятельными на дороге, много. Блогер и журналист Лиза Евлоева – активная молодая девушка. Но, к сожалению, пользоваться общественным транспортом не имеет возможности. Глава республики подарил девушке машину. Это облегчило мне передвижение, и теперь могу, не беспокоя близких, заниматься своими делами и работать, говорит Лиза. Недавно взяла права, мне нравится, так гораздо легче, так гораздо удобнее. Я считаю, да, я знаю, что к этому многие относятся не совсем положительно, но в любом случае, мне кажется, это лучше, чем ездить на такси. Если женщина за рулем, значит, ей это необходимо, значит, у нее есть проблема в передвижении. У меня есть своя проблема, да, и я, к сожалению, не могу передвигаться на общественном транспорте. Быть или не быть женщине за рулем население Ингушетии до конца еще не решило. А тем временем в автошколах 50% выпускников – женщины, а на светофорах все чаще встречаются дамы на авто. Женщина за рулем, как и женщина на корабле, по мнению мужчин, к несчастью. Но сегодня представительницы прекрасного пола доказывают обратное. Автомобиль уже давно не роскошь, а средство передвижения. Зарема Евлоева, Муса Хамхоев, Илес Дасхоев. Итоги недели. Такими были новости на этой неделе. С вами была Танзила Цурова. Увидимся в следующую субботу. Удачи вам!